В древнем селении Ни этим летом живо, как не было много столетий. Мужчины трудятся над сохранением башен. И если сейчас у строителей под рукой все, чтобы максимально облегчить свой труд, то наши предки строили этих каменных великанов без специальной техники. Зато с душой, да так, что и через 300 лет современники диву даются, как им удавалось создавать идеально точные формы. Ний – древний аул в Джейрахском районе Ингушетии. Ныне покинутое селение административно входит в сельское поселение Гули. На территории поселения находится архитектурный комплекс Ний, представленный множеством исторических объектов. 4 боевые башни, 1 полубоевая и 13 полуразрушенных жилых башен, а также 14 склеповых могильников. Это не просто башни, а объекты культурного наследия, поэтому к ним такое пристальное внимание. Хотя были в истории башен и периоды, когда вандалы буквально нарочно их разрушали. Пробоины эти, они адресные, они появились недавно, после нашей выселки. Пробоины здесь пробивали новые жители, которые поселились в этих местах, чисто для хозяйских таких нужд. Загоняли сюда скот, птицу. В некоторых башнях мы видим такие перегородки отдельно для коров, нижний этаж, второй этаж как бы делали пробойную, туда загоняли овец, на 3-м этаже они держали кур. Помимо внешнего вида, не менее удивительна долговечность ингушских башен. Несмотря на возраст, удары дождя и ветра и, конечно, нападения врагов, 30-метровые памятники все еще радуют глаз. Задача мастеров – максимально точно восстановить первозданный облик башни. Мы видим вот те камни основания, которые торчат и висят. Они еще держались, поэтому угол остался, сохранился, не развалился. А этот угол, который на более пологом месте стоял, он не выдержал давления, и полностью вот этот угол полубоевой красавицы лежит, как мы видим, под нашими ногами. Все это придется укрепить, восстановить и сохранить этот объект для нашего поколения. Строители используют раствор, максимально приближенный к тому, что использовали строители башен в древности. Ведь он веками держит кладку, собранную мастерами из прошлого. Объект государственного значения курируют надзорные ведомства, которые периодически наведываются сюда с инспекцией. У Магомеда Харсиева среди башен появилась и своя любимица. По этим съемкам хорошо видно, в каком состоянии находилась боевая башня пару месяцев назад. А теперь ей словно подарили вторую жизнь. Харсиев уверяет, что здесь все делается с душой и на века. Эту башню мы закончили и вторую. Далдан Рамахуд Мачет, но минимальная моя гарантия это 300 лет, максимальная там уже Бог его знает. Все, что им надо на сегодняшний день, чтобы они стояли крепко и чтобы за них не беспокоиться, мы сделали. Неумолимое течение времени – вот главный разрушитель исторического наследия. Большая часть башен на территории Ни сильно разрушена, но пока команда трудится только на 6 из них. Это 4 боевые, 1 полубоевая и 1 жилая. Сейчас первым делом взялись за те башни, которые в ближайшем будущем могут попросту рассыпаться. Но уже ведется бумажная работа, и, возможно, в скором времени у мастеров будет разрешение на полноценную реставрацию всех башен на территории Ни. Зарема Ивлоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.